Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Посланник небес. Какого мужчину ведут к вам небеса? Какого и зачем? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Вот это очень важно. Срок. Давайте вместе посмотрим. Какого мужчину ведут к вам небеса? Что тут за посланник небес? Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну надо же! Какой мужчина! Ах ты, Боже мой! Ну давайте так. На вопрос какого? Ответ очень прямой. Умного. Умного. Умный мужчина придет в вашу жизнь. Посланник небес невероятно умный мужчина. Девочки, это у нас общая отсыпка. Вот имейте это в виду, не забывайте. У кого-то отыграется, что мужчина действительно имеет докторскую степень, да, какой-нибудь там супергений. А у других отыграется, что мужчина в принципе очень умный и ловкий человек. Да, неважно, может быть, у него там только школьное образование, но при этом он самообразовывается. Либо он гораздо умнее, чем, опять же, какой-нибудь профессор. Но вот прям очень умный. И вас очень будет возбуждать его умственные способности, если честно. Он вас будет завораживать. Завораживать своими знаниями, своими умениями. Не знаю, как-то будете прям заслушиваться, гипнотизировать вас будет девочка. Он такой прям все знает, так интересно рассказывает. Вы прям каждое слово его будете ловить. Это не мужчина, это чудо какое-то. Так, с этим мужчинкой вам еще только предстоит познакомиться. Вы его еще не знаете, и не видели. Здесь будет знакомство. Причем знакомство по какой-то необходимости. Опять же, необходимости бывают разные. Ну, допустим, у вас проблемы со здоровьем, не дай бог, конечно. Вы идете куда? Правильно, в поликлинику, да, либо записываетесь к какому-то там узкому специалисту на прием, и вот происходит знакомство. У вас куча там деловых документов, и вам нужна помощь. К кому вы идете? Правильно, к юристу, чтобы вам помогли, разобрались. У вас есть какой-то вопрос, допустим, к каким-то госслужбам, да, вы идете туда, там, в банк можете пойти. Вы можете принять участие в каком-то мероприятии, и там придется знакомиться с новыми людьми. Вы, может быть, даже где-то будете находиться, и вам потребуется, ну, допустим, чья-то помощь, поддержка. Человек подойдет и с вами познакомится. Понятно, что у всех это будет по-разному, но вижу, что знакомство у вас прям уже совсем не за горами. Тот срок, который вы себе загадали, вот ровно половинка. Ровно половинкой происходит знакомство. Ух ты! Здесь мужчина... Смотрите, он вас увидит до того, как вы его увидите, и просто у него на вас глаз загорится. В прямом смысле слова. Прям привлечете внимание. Привлечете. Вот понравитесь вы ему, очень понравитесь. Интерес такой, знаете, живой, жгучий интерес к вам у него возникнет. Да, вот прям случайно он вас видит перед этим знакомством, и прям такой, вот что за женщина, либо какая интересная. Вот вы познакомитесь, потом произойдет знакомство. Так, что касается вас. На вас мужчина произведет впечатление своей головой, но не произведет впечатление своей внешностью. Ну, так иногда бывает. Ну, что скажешь, да, у всех разные вкусы, и, как говорится,
Не родись красивым, да, родись счастливым. Но как раз это про него. Вот. Ровно вот вы на него смотрите и понимаете, ну, обычный, да, ну, обычный. А кому-то даже покажется отталкивающий, да, может быть, такой типаж вы вообще не признаете, вам не нравится. И вот он открывает свой рот, начинает что-то говорить, и вы такая: боже, как это может быть, да, как не соотносится внешнее и внутреннее. Все, он начнет говорить, и вы поймете, что вы таете перед ним. Просто вот такое мороженка на солнце, таете. Да, он умеет говорить, и это получается у него просто волшебно, просто чудесно. Заговорит вас, девочки, заговорит. Так, давайте дальше пойдем. Ну, вы в восторге, он от вас в восторге, вы от его слова в восторге. В принципе, знакомство у вас произошло. Мне не нравится наличие какого-то третьего персонажа с зонтом. Этот персонаж, вот он стоит посередине, и зонтом вас, ну, как... Вас, наверное, как тыкает, да, пытается этого мужчину этим зонтом от вас спрятать. Кто-то попытается вмешаться, кто-то попытается влезть между вами. Может быть, в момент знакомства, может быть, потом в процессе вашего дальнейшего общения. Но вот вижу персонажа, который мешает. Вот как третий лишний возникнет. Так, ну это третий лишний, у него там свои на уме задумки. Может быть, это мужчина, с которым вы будете в это время вместе. И он прям сразу начнет ревновать, увидит, как вы плывете по волнам интереса. И начнет ревновать, начнет вас там дергать, либо как-то этого мужчину от вас отгонять. Может быть, этот мужчина будет в сопровождении какой-то женщины. И эта женщина начнет вмешиваться, чтобы привлечь его внимание и как бы вас затмить. И так может отыграться. Но этот третий лишний, он хоть как и третий, но все равно он лишний, да. Как-то вы быстренько от него избавитесь, либо как передоговоритесь, может быть, это в другое время встретиться, в другом месте встретиться. И вот вы начинаете общаться. Общение у вас будет долгим. Вот птицы какие гигантские будут лететь от него в вашу сторону. Это могут быть написанные смс-ки, это могут быть телефонные звонки. Да. Очень много и красиво он будет вам либо писать, либо говорить. Вот прям я так и вижу. С вашей стороны такая маленькая птичка, невеличка, с его стороны гигантская птица с длинными крыльями. Вот это вы будете общаться. Вот это он вам, конечно, тут расскажет, много всего расскажет. Вы, кстати, за счет этого мужчины очень сильно восполните пробелы в каких-то знаниях. Может быть, специфические знания. Может быть, даже... Ну, благодаря этому мужчине, его каким-то словам, высказываниям, выражениям, вы даже чем-то увлечетесь. Прям захочется узнать побольше, поглубже. Ну, это полезно, это полезно. Так, а для чего этот мужчина идет? Ну, он идет для того, чтобы вам с чем-то, либо в чем-то помочь. Опять же, все вы разные. Кто-то страдает от одиночества, кто-то страдает от недолюбленности. У кого-то из вас серьезные проблемы по здоровью, да, все вы разные. Я вижу, что он идет для того, чтобы вас отвлечь, вам помочь, да, разобраться с тем, что вас беспокоит. Для этого он идет. Он как таблеточка, да, пилюлька от несчастья, от разочарования, от каких-то неприятностей, либо болевых ощущений. Но он вас полечит, он вас обязательно полечит. Смотрите, мои хорошие, я не вижу здесь признаков того, что вы с этим человеком там под венец пойдете, да, потому что вы каждый загадали свой срок. Ровно в тот срок, который вы загадали, я вижу, что вы будете очень плотно общаться. Вы познакомитесь и начнете очень плотно общаться. Этот мужчина будет очень знаковым в вашей судьбе и в вашей жизни. Что-то он должен сделать, и он это сделает, причем сделает на твердую пятерку. На твердую пятерку. Благодаря, кстати, общению с этим мужчиной, знакомству и общению, вы очень поменяетесь, особенно внутри поменяетесь. Более станете уверены в себе, более рассудительные, более спокойные. Да, вот что-то будет меняться в этом плане. Может быть, даже менее закомплексованной станете. Что-то будет происходить. Скажу честно, загаданный срок у кого-то из моих дорогих зрительниц, даже с этим человеком завяжется прям очень страстный роман.
очень страстный. Такой, что, знаете, прямо он на вас посмотрел, и вы уже такая в пламени страсти находитесь. Либо вы на него посмотрели, и он аж весь бедный там краснеет, дергается. И так будет. А у других отыграется, что вы вместе очень хорошо, здорово посотрудничаете, да, он свою эту миссию выполнит, вам поможет и дальше пойдет, а вы дальше пойдете. Но, тем не менее, вот как идет, так идет. Опять же, вы все разные. Это посланник небес. Это не значит, что он идет для того, чтобы там жениться на вас, и чтобы вы от него там рожали. Это не обязательно, это не всегда так работает. Мы смотрим на определенный период времени. В этот период времени вам посылается мужчина, который для вас что-то должен делать, в чем-то должен вам помогать, от чего-то отвлечь, не знаю, перенастроить, перенаправить, да, какую-то вот пользу он вам приносит. И он свою миссию 100% выполнит. Так, ну о симпатии я уже сказала, да, можно нравиться как человек, а можно влюбиться, да, как в женщину, либо как в мужчину влюбиться. Поэтому, опять же, это общая отсыпка, общая, имейте это в виду. Но потрясающий эффект произведет на вас этот человек, вернее, его появление в вашей жизни, знакомство с этим человеком. Так, ну немножко подробностей по поводу его характера хочу сказать. Умеет держать себя в руках, умеет сохранять вот это, знаете, каменное лицо, да, по-моему, так называется, да, человек, не поймешь, о чем он думает, либо что он чувствует в данный момент. Очень собранный, сгруппированный и такой, знаете, с ним и, да, в огонь и воду можно пойти. По крайней мере, у него на лице такое умиротворение и спокойствие. Всегда, в любой ситуации, всегда у него такое состояние лица. Опять же, голос у него такой, который умиротворяет, успокаивает, вселяет надежду, да, позитивчик в голосе есть. Хороший мужчина на самом деле. Хороший. Кстати, у мужчины есть какое-то пристрастие, которое вам не понравится. Ну, допустим, мужчина может быть, не знаю, гонщик, да, он любит там стритрейсер, гонять на машине, либо на мотоцикле. А мужчина может любить азарт. Мужчина может любить, там, не знаю, дикую природу, да, постоянно там где-то на болотах, в лесах зависает, а вы, например, не любите, вы любите пляжный отдых. Ну вот будет что-то такое, что вы, ну, такая скажете, фу, нет, вот это точно не люблю и мне не подходит. Такое будет. Так, еще этого мужчину очень любят женщины, давайте так, очень любят женщины, и постоянно вот они ему там сигнализируют, что а я не против, а я могу быть ваша, да, либо ой, как вас хочется. Это будет, и это будет вас тоже очень сильно смущать. Но если у вас вот именно романтические отношения начнутся, очень будет смущать, вы прям, да, ревновать будете. Если вы как чисто по деловым каким-то каналам, связям с ним сойдетесь, вас тоже это будет напрягать, потому что, ну, это противно, да, противно, когда женщины сами навязываются. Вы это будете видеть, и так некомфортно себя будете чувствовать на самом деле. Но что поделаешь, он невероятно харизматичный. Это как издержки, да, издержки его харизматичности. Так, еще для вас, лично для вас. Ну, для вас только позитив и только польза знакомства с этим человеком. Мне почему-то тройка все-таки большая идет. Большая тройка. Именно на тот срок, который вы загадали. Благодаря этому человеку вы что-то получите, добьетесь, решите, измените, чему-то научитесь, что-то познаете. То есть вот именно в таком ключе идет, в таком поддержка. Опять же, идет от него мощная поддержка. Хороший момент. Смотрите, Винсент, его образ, и он вам что-то будет давать. Из рук в руки он вам передает. Причем он в положении выше, вы в положении ниже. То есть все-таки он дарящий, дающий, выдающий, не знаю, там что, отдающий, а вы принимающая сторона. Вот это будет. Срок, который вы загадали, вот апогей этого срока, мужчина вам что-то дает. Двумя руками вам дает, и вы двумя руками берете. Какое-то действие, подарок, помощь, может быть, что-то для вас там выбьет, добьется. Может быть, в принципе, памятный подарок вам сделает. Но вот это будет, подарком заканчивается. Загаданный вами срок заканчивается именно подарком. Да, происходит у нас встреча, знакомство, общение, подарок он вам дает. Ну, а дальше мы будем смотреть в других отсыпках. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.